Ночью 19 мая загорелся деревянный дом по адресу улица Кальвица, 4. В результате огнем поврежден один из подъездов, несколько квартир и кровля дома на общей площади 150 квадратных метров. В огне никто не погиб. Сейчас МЧС устанавливает причину и виновника пожара, хотя сами жильцы уверены, что это был явный поджог. По их словам, очаг пожара был на лестничной площадке. Сам огонь распространился слишком быстро для обычного короткого замыкания. Кроме того, на месте пожара была обнаружена канистра, которая сейчас находится на пожарной экспертизе. У нас было дежурство, все соседи хорошие, все друг друга знаем, потому что здесь как из поколения в поколение, вот как выделил кожзавод эти квартиры своим работникам, так мы все и жили здесь вместе. Вот я соседку знаю, считайте, с самого детства, Тупицына Ирина. У меня дочь здесь родила, это уже 4-е поколение. Нам обещали выделять квартиры, у нас есть решение суда на руках. Почему-то этот вопрос все время затягивался, и до сих пор вот результат мы сейчас видим все налицо. Мы живем на 2-м этаже, у меня матери 68 лет, она гипертоник, сердечник. И вот со 2-го этажа по лестнице нас спускали. Вот так. Вот это было в 12 часу ночи. В чем были, в том и... Благо, что вот у нас мужчины, нашлись те вот такие мужчины, которые могли нас вытащить оттуда. А сколько было таких простых зевак, которые стояли и снимали это все на телефоны. Вот так вот, благодаря этим мужчинам, низкий им поклон, которые вот нас спасли. Меня вот интересует, что теперь будет дальше с нами? Где мы будем жить? Я не знаю. У нас Квартира у нас муниципальная. Это уже 3-й двухэтажный деревянный дом, в котором вспыхнул пожар в этом месяце. 10 мая пожар произошел в доме по адресу Орджоникидзе, 25/1. 11 мая пламя вспыхнуло в доме по адресу Дзержинского, 11. В огне погибли мать с ребенком, еще одна девочка 12 лет попала с сильными ожогами в больницу. Несмотря на все усилия врачей, ее не удалось спасти, ребенок скончался. Напомним, что 25 мая на площади Орджоникидзе пройдет митинг, посвященный проблеме погорельцев и ветхого деревянного фонда.